Национальная библиотека Чувашской Республики выиграла грант во всероссийском конкурсе библиотек Ассоциации развития финансовой грамотности. Благодаря этим средствам в республике прошел фестиваль «Дружи с финансами». На протяжении всей минувшей недели в Национальной библиотеке, а также в муниципальных библиотеках республики проходили очные и онлайн-встречи с ведущими специалистами финансовой сферы и консультантами. Что нового узнали жители республики, расскажет Милена Алексеева. Идея фестиваля финансовой грамотности – продвижение библиотеки как центра информации, в котором каждый человек может получить доступ к авторитетной и полезной информации, а также получить консультацию финансового эксперта. Мы пригласили молодежь, мы пригласили граждан серебряного возраста в библиотеку получить новые знания, получить новые навыки, сформировать свое финансовое благополучие с помощью профессионалов. Мастер-классы провели профессионалы своего дела. Участники фестиваля получили знания по темам: защита от финансового мошенничества, личное финансовое планирование, финансовая грамотность для детей и подростков и организация деятельности по повышению финансовой грамотности. Через конкурсы для мероприятий и фестивалей, которые проводят библиотеки, и проекты, которые они реализуют, мы можем достучаться до населения, в том числе муниципалитетов, удаленных территорий. Ведь зачастую именно библиотека является таким центром притяжения, культурным центром на территории. И школьники, и люди старшего поколения внимательно слушали то, что говорят спикеры. А чтобы информация усвоилась еще лучше, специалисты проводили занятия в форме игры. Об этом фестивале мне рассказала куратор по волонтерскому движению Динова Анна. Она как раз-таки сказала, что нужны участники, будет игра, и меня это заинтересовало. Я решила прийти, и вместе со мной пришла еще даже моя одноклассница. Ведущие специалисты финансовой сферы рассказали, каким должен быть настоящий финансово грамотный человек, а также дали советы, как им стать. Поскольку я имею отношение к бюджету как министр финансов, я бы всем посоветовал начать вести семейный бюджет для того, чтобы считать свои доходы, свои расходы и чтобы все это друг другу соответствовало. Что если вам звонят по незнакомому номеру телефона, кем бы ни представлялись, отключайте телефон, ну и, соответственно, лучше сами перезвоните в кредитную организацию и узнайте, был ли звонок и надо ли что-то там сделать со своим счетом. Эксперты отметили, что финансово грамотный человек всегда внимательно читает договор с финансовой организацией. И даже если что-то не понимает, не стесняется переспросить у сотрудника банка, страховой компании, инвестиционной компании об условиях договора. Второй момент. Финансово грамотный человек, прежде чем приобрести финансовый продукт или услугу, сравнивает предложения разных организаций, чтобы выбрать для себя наиболее оптимальную, подходящую под его цель. Самое главное – иметь цель. Цель не как просто хотелочку такую «хочу», а мечта. Исходя из этого, я рекомендую создать стратегию, а потом и тактику, план, то есть цель, какие шаги по достижению. А потом все, бежать по направлению к цели. Владеть знаниями, умениями и навыками финансово грамотного поведения, защищать себя и свою семью от финансового мошенничества желательно уметь каждому жителю Чувашии. Именно благодаря фестивалю по финграмотности это стало еще доступнее. Милена Алексеева, Борис Андреев, Республика.